В эфире телеканала «Грозный», программа «Новости», в студии Луиза Хатуева. Здравствуйте. Обрести собственное жилье. Новоселье справили потомки известного религиозного деятеля шейха Кунта Хаджи Кишиева. Наладить систему водоснабжения. С 86 года совершился حتى почта он ларта цин хил дат юрта мусгана хит бала юрта. Специалисты Чечен-водоканала решают главную проблему жителей Алханкалы. Акция милосердия чеченских предпринимателей. У нас берется тут анализы, определяется группа крови. Сотрудники торговой базы пополнили чеченский банк крови. День, когда все мусульмане устремляются в мечети. Каждую пятницу верующие собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Все мирские дела принято начинать только после совершения праздничной молитвы. Коллективный намаз – это еще и возможность встретиться с братьями по вере, укрепить родственные и дружеские связи. Совершил рузба-намаз и Рамзан Кадыров. В окружении своих соратников и известных алимов глава республики прибыл в мечеть имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Муфтий Салах Межиев в своей проповеди рассказал верующим о судном дне и наказании, которое ждет преступников и тех, кто нарушает нормы ислама и не соблюдает требования религии. أقصح شوح هر صحتو ألشي جوج غتيت دال مرس يقشل صحتو يريلرتو بيمرو خيتر عليه الصلاة والسلام يا جبريل سيف لي جهنم جوج غتي مو يدي تعشينال اتسع جبريل الملائكة إلير ديل سلام خيل سنة جوج غتي دال قولا قلنا يا جرعون إزر شرح تسير لرونيز شلو ازر شرع ياجرون قيل لرونز خوزلو ازر شرع ياجرون عرجل لرونز حبايا مروين حوايتين خلوش ديلا شادوي مبوعون وجرغتي انا ماختي عطل عقدة قن سنايل الو ودنيا شو حيال شو اولات بوقتي عتحسك دين ويسور مواتر لا تحسين الحلاير مواتر قيمة دقاتشلز حبايا مروين حوايتين خلوش ديلا شادوي مبوعون وجرغتي شو عبوكش بولش ناغنت بدر حق يستقلن لاتن يوقي حل وليش خولات بوقت عدين ساسق ويسور موازرون حبايا مروين حوايتين خلوش ديلا شادوي مبوعون او جوجت زينات سازع اجر لقش لام بيحي حل ليشي إلام يقيتنا ورغلاتك شغور مويرونز. По завершении проповеди имама прозвучала икама, призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили джума намаз. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбих и вирд. Накануне состоялось очередное выездное заседание оргкомитета по подготовке фестиваля культуры и творчества «Биноевская весна». Говорили здесь о подготовке мест для проведения различных конкурсов и спортивных состязаний, а также организации освещения. Известно, что фестиваль пройдет на 3 площадках – в этнографическом музее Щерабена, в селе Биной-Ведено и в окрестностях, и на вершине родовой горы Тейпа-Биной. Одним из самых ответственных этапов мероприятия, по задумке организаторов, станет восхождение на высочайшую точку на Жаюртовского района. План схема дауш хан определять еще ответственно на ремасяги бог дахотич роя штаб там мосло ще графика да и будет бог я еще замечание очень замечание ты видишь был рис волштуар мосома коч да будет бог. Напомню, впервые фестиваль народного творчества «Биноевская весна» состоялся в июне прошлого года. Он стал ярким событием в культурной и спортивной жизни Чечни. Второй фестиваль состоится в конце августа и продлится 2 дня. В этом году он приурочен к 65-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова.
Новоселье справилась семья Кишиевых, потомки известного религиозного деятеля шейха Кунта Хаджи Кишиева. Они долгое время жили в Ираке и 2 года назад переехали в республику. Средств на строительство собственного жилья не было. Тогда на помощь пришел региональный общественный фонд имени первого президента. Им за короткий срок возвели дом со всеми удобствами. Новоселов поздравила и Ева Джанаева. То, что в Гайты готовятся к празднику, становится ясно еще при въезде в село. С самого утра местные жители украсили главную улицу разноцветными воздушными шарами и стали собираться в новом доме младшего из потомков Эвлия Кунта Хаджи Кишиева Мукдады. Его построили по поручению главы республики на средства регионального общественного фонда. غالغاي موقع خزناق شجار نخ غلا بلربو رز بلان وزن سلطة اشتا خز دوا ساق داخشة خز عشتوي خز ديدوي ديريسل وي بتشحنا وي قهيك شارنا ديدالش حجريسل واسمسنا. Поздравить Кишиевых с новосельем пришли практически все жители села и гости из Ингушетии, среди которых последователи устаза Кунта Хаджи. Возвращение потомков прославленного шейха муфти Чечни Салах Межиев назвал большой благодатью для мусульман всего Кавказа. دوغدا ايدشه ويبجعه مصباح باش ادل بنا بيوش دولقيه ناقص ديك كلاس ديك عليس بس ديك دولهم دعني استنا ديل قيه الحمد لله اشتا دوق وينتي دا ايدنا 2 года назад семья Кишиевых решила вернуться из Ирака. Для этого они обратились к главе Чечни. Ответ последовал буквально на следующий день, а дом для семьи построили уже через 4 месяца. فديورت يل يخل ستوش وقديني حدا يحنا دكتور تان اللي قوت خلق تان تدستويتنا كوزجا دوق برازنك دو حاول ديلي شغل تان دنيا حولها حاول بوتش رمزان حجبان دوشة تكون حاجة دوزال خا صدا قيشة تكون صور نخ تسبالي ناري تكون وشتان خير باتر. В новом доме 6 комнат. Есть все необходимое. Новоселам подарили даже мебель. Семья Кишиевых признается, сегодня сбылась их давняя мечта вернуться на родину предков и обзавестись собственным жильем. Цувалидан дельрез хюл. Дюне эхар далди ал дойлчина везенде вохдел. Ишт хар хош кузбахка бахкан вайн хар пархту хирю вай хо бохш булхи коч бу бош вайн мехтен дацер хар док неамату алхамдулиллах дал хастам бук. Пока женщины в доме накрывали столы, мужчины, совершив пятничную молитву, прочитали Мавлид. Ева Джанаева, Мансур Саев, новости. Многочисленные убийства террористов из близкой группировки Ирака и Леванта поражают своей жестокостью. Они не щадят ни женщин, ни детей. Тому свидетельство теракт в Ницце, вследствие которого погибло множество людей. Но главное оружие боевиков – это всемирная паутина. Здесь они вербуют молодежь, чтобы пополнить свои ряды. Магомед Ламаркаев о лжепроповедниках и противодействии им. Вечер 14 июля в Ницце должен был завершиться салютом в честь дня взятия Бастилии. Но праздник был омрачен чудовищным преступлением. Выходец из Туниса Мухаммед Лауаш Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей. В результате погибло 84 человека и 308 получили ранения. Позже на севере Франции произошло еще одно нападение на церковь, в которой 2 радикала перерезали горло 86-летнему священнику и взяли в заложники 5. Впоследствии боевики были застрелены полицией. А это уже Афганистан. Число жертв взрывов, совершенных смертниками в толпе людей, достигло более 80 и около 200 ранены.
И это даже не весь список терактов за последние несколько недель, ответственность за которых взяла на себя организация ИГИЛ. Богословы отмечают, что его члены, прикрываясь религией, выполняют задачу дискредитации ислама. وبيش حبشيش بودوخس إيش دوكريوي أمنيقة صحنيق بوسيرة شيطان يقبوسير بوصل دين مصري بوصل ناغن دوحل نقبوسير بيش بيك بوصل مردوش يش بوش بوصل نيق تسي عن وش تسير داخل شيء حانال ديش تسي شيء حانال ديش По мнению специалистов, социальные сети стали главной платформой для вербовки. Говоря о том, что по всему миру идет война против мусульман, игиловцы призывают молодых людей на священный джихад. Пока власти всячески препятствуют деятельности интернет-проповедников, блокируя их аккаунты, в Чеченской республике за умы подрастающего поколения борется духовенство. حنا خيرات وغدنا نشحسمون عغيتريا وخذ دين ناجش دو ودق عالم ناخبو ونشبو ويتصعدوق دكي يوشك بوصل دين ليلو مصو ليلو اتو بوشتوق وحيام خات دكي وبرتو يقوى بمتصاح دالا ومالدو جو ليلو بيش بو نقبين ومكتي شح وعالم ناخبو ديش ناخبو شايت أحدانا نادو دانا دو تشنديو يجريبو جرجر ناخبو تايبا ناخبو أوت ناخبو هردش سالك يوحاليش وال دوزل خوت أحبول شار إيديه أصنع والألوش بخن بوتي وين تاقا هوش أحشل دين ليلو علم عامو أتو باش وين آخر لا دات حالها دات لا Сегодня богословы могут дать полноценный ответ на любой вопрос о религии. Тем не менее, экстремисты находят жертв среди молодых людей, ищущих знания. И если каждый человек будет отчетливо понимать, что ислам не может призывать к убийству невинных людей, то и вербовщики останутся без работы. Магомед Ламаркаев, Булат Баканаев и Зелим Закаев. Новости. Вопросы профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи обсудили в Шатое. В семинаре приняли участие представители местных властей, общественных организаций, правозащитники и правоохранители. Выступавшие отметили, что основную роль в воспитании детей должны играть родители. Не менее важна работа духовенства республики. Религиозный радикализм приводит молодежь в ряды террористов, что заканчивается гибелью. В беседе с молодыми людьми гости также ответили на вопросы присутствующих. Жителям Алхан-Калы больше не придется запасаться водой. Здесь, наконец, наладили систему водоснабжения. Напомню, вследствие паводков, проливных дождей и подъема уровня Сунжи снесло водопровод, в результате чего местные жители долго оставались без воды. Тему продолжит Изнаур Заурбеков. Последние 2 месяца из этого крана лишь изредка течет вода. Ее приходится покупать каждый месяц. К тому же Тамара Мииева уже не в состоянии поднимать тяжелые ведра из колодца. Такая проблема знакома практически всем жителям Алхан-Калы. Здесь уже не первый десяток лет остро стоит вопрос нехватки воды. С 86 года цавируса хотя дон почта он ларта цин он хил дат хаюрта мусгана хит бала юрта хаюрта хидат хаюрта он шибут хадулла юсразук турб хадулла юсраз даюха турб вайда нормально датой мышастис. В местной администрации говорят, что с проблемой знакомы. Они уже обратились к районным властям, и дело вроде двинулось с мертвой точки. Уже несколько раз в течение этих 2 месяцев трубопровод выходил из строя. Я обратился письмом и в администрацию района, Чечен-Водоканал, чтобы они оказали содействие в устранении данной проблемы. Но они занимаются этим вопросом. Источником последних проблем оказались паводки, которые проходили по всей республике в начале лета. В результате подъема уровня Сунжи была повреждена линия водопровода, которая пересекала русло реки и снабжала водой все село. С того времени несколько раз работники чинили трубы. И сегодня уже в 3-й раз инженеры водоканала трудятся над решением проблемы. Проблема уже труба постоянно задействована белой техники. 3-й раз мы уже сделали ферму. 147 метров. Чтобы труба не качалась по воде, и она лежит сейчас мертвая, без движения. А когда она качается, она трещину дает.
За ходом работ следят и представители Чечводоканала. Они отмечают, что проблема будет решена в скором времени, а позже проведут и новую линию, которая вовсе исключит возможность поломки. уже хошин баттах ах перешетина хицагажин радякканду ахч шолга турб метваты чани периодически карн юрт хиделладу туинчо запуститижла хузло югшуар кол вопросу да читига йол юрта доккерта йол скважина цанина и запустить тигра хилуштуна хан харвайни водовод 325 диаметр временный вариант он дальше наган сих хиюштел ахкан дахидо чишиостел руководство хватин задачер сих далуэл. Бол абюч бутанда мачак бербала хиттон. Ближе к осенью, зимой будем над рекой капитально едешь водоводью. И че проблем шхирят алханкалахиц. К этому времени ремонт сети завершен, и специалисты запустили водяной насос. По словам руководства Чечводоканала, уже скоро водой будут обеспечены все сельчане. Изнаур Заурбеков, Хважа Мунаев и Денис Хавхаров. Новости. На дорогах республики прошла благотворительная акция. На трассе Грозный-Аргун развернулась медицинская лаборатория, где каждый желающий мог сдать кровь. Организатором акции выступила торговая база «Татаев». Наш корреспондент подробнее. Помочь нуждающимся в крови теперь сможет каждый. Главное – изъявить желание. Еще с самого утра сотрудники торговой фирмы уже сдают кровь. Каждый ждет своей очереди сделать доброе дело. Не остались в стороне также и посетители базы. Акция, конечно, она ни к чему не приурочена. Просто жест доброй воли. Планируется сдача крови еще во всех филиалах торговой базы «Татаев» по всей республике. И плюс основное, следующее у нас будет ход в торговой базе «Прогресс». Процедура сдачи крови и ее компонентов осуществляется в максимально комфортных условиях, в специальном донорском кресле и новейшим оборудованием. Каждому сдавшему кровь выдается справка, освобождающая от работы на 2 дня, а новичкам сотрудники вручали памятные значки. Ежегодно кровь нужна 1,5 миллионам россиян. Каждый 3-й житель Земли нуждается в переливании крови. Врачи утверждают, что это даже полезно. Еще со средних времен кровопусканием лечили многие болезни. Кровь это идет у нас по республике, всем оно нужная, доброкачественная кровь. У нас берется тут анализы, определяется группа крови, резус-фактор и гемоглобин, какой обслуживаемый сидит у нас терапевт, врач, трансфузиолог, который однозначно принимает всех доноров. По итогам акции донорами стали более 70 человек, а это значит, что уже многие успели помочь нуждающимся справиться с тяжелой болезнью. Отметим, что такого рода мероприятия планируется провести еще и в других филиалах торговой базы «Татаев». Ева Джанаева, Усман Мадаев. Новости. Международный день светофора отметили самые маленькие. Акцию, приуроченную 102-летию этой даты, в детском саду «Сказка» провели сотрудники ГИБДД. Инспекторы рассказали детям историю создания светофора, как он работает и его важность в современном мире. В игровой форме ребятам объяснили, как правильно переходить дорогу. В завершении встречи прошла викторина на знание дошколятами правил дорожного движения. Ну а дети рассказали гостям стихи. Машук-2016 принимает участников форума. Делегации из Республики СКФО и не только уже прибыли в Пятигорск и прошли необходимую проверку безопасности. Сегодня же всех участников разделили на группы по направлениям: бизнес, социальное предпринимательство и молодежное творчество. Гости уже расположились в палаточном городке, где им предстоит провести ближайшую неделю. Первые тренинги начнутся уже завтра, а вечером 6 августа пройдет официальное торжественное открытие. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами.